приехали в замок Алацкиви. Выполнено в неоготическом стиле. Это земельная реформа 19 года. Конечно, можно. Замок вместе с окружавшим его комплексом хозяйственных построек являлся рыцарской мызой. Первое там музей, отель во второй части. Этот замок имеет асимметричный план. Одно его крыло большое, больше другого. Одно имеет один этаж, другое два этажа. Так, вокруг замка расположено 41 небольшое вспомогательное здание. Когда-то их было 57. Парк вокруг замка занимает 130 гектаров. Является самым большим парком Тартусского уезда. Основные деревья тут дубы, ясени, клены, ольха. И вдоль территории высажены липы. Помимо озера в парке выкопано 2 небольших пруда. Интересно, да. Ого. Так, тут билеты и ресторан. Клевые обои. Меня поражали всегда вот эти красивые обои. Это гобелен. Приколи? Это ткань получается. Кирилл, не балуйся. Занавески клевые. И обои, и стены клевые. Замок был построен в конце 16 века. Первые упоминания о нем относятся к 1601 году. В 1628 году король Швеции Густав II Адольф подарил его своему секретарю Юхану Адлеру Сальвиусу. В 1642 году замок перешел землевладельцу Иоахиму Кронману. Такие всякие галереи, фотки. В замке 3 этажа. Ну да, наверное. Да. Я вот в парке стала пола. Сейчас пойдем, что там такое? Пошли посмотрим. Цветы мороз. Ага, цветы всякие, гвоздики. Такие обои тоже прикольные, зачетные, васильковые. Прикольные. Окна классные, смотри как. Прям зал. В 1753 году замок перешел семье Стагбельгер. И в 1870-м семье Нолькинов. В 1876-85 барон Арвед Георг фон
Нолькин перестроил замок по собственному дизайну в стиле шотландских баронов по образцу королевской резиденции Балморал в Шотландии, которую он посетил в 1875 году. Смотри в зеркало, Кирилл. Ты видел себя в зеркале? Да. Как не видеть? Как не видел? Откуда я знаю, как ты там себя не видел? Это у нас особый персонаж. Большая деревянная лестница. Я Мрамор. не видел. Да, это мрамор. А, Тоже зала какая-то. а там Ну, смотри, какие самолеты там наверху. Вон там наверху, видишь? Вон под потолком. Видишь, какие самолеты? Потолок тоже деревянный. да, у нас есть песня. Вот. А это балалайка, не трогай руками. Да. В 1919 году во время освободительной войны замок был национализирован и передан в ведение Министерства сельского хозяйства. Что тут так темно? Можно такой видос смотреть. Он служил школой, казармой пограничников, правлением колхоза, кинотеатром и библиотекой. Крупная реконструкция, в результате которой замок приобрел свой изначальный вид, была сделана с 2005 по 2011 года. 5 комнат на первом этаже были отданы под музей Эдуарда Тублина. В замке проводятся разнообразные встречи, конференции, семинары. Какая тут экспозиция интересная. Даже кино есть. Sony телевизор цветной. Как вот Болекс и Canon камеры, видеокамеры. Батарейка. О, ничего себе, дорогая вещь. Такая вот тоже Соболя. Прикольные эти штуки. Это все видно с живелки. Садись, да. Одевай наушники. Одевай наушники. Все правильно. Это на уши, правильно. Номер 3. У тебя какой номер наушник? Номер 3. Слышно? Я даже слышу. Просто громкость, наверное. Сюда пальцем нажимай. Ставь это на уши и сюда нажимай пальцем. На кнопки. На кнопку нажимай пальцем. Вот. И будет разная музыка. Круто. 20 по 25 год семья Нолькинов перевезла эту мебель в Германию. И в апреле 2018 года эту мебель вернули назад. Такой они тут гобеленовый, узорчатый. Здесь уже обои, здесь уже не гобелен. Потолок тоже деревянный. Такие балкончики. Ну там мы билеты покупали внизу. Кстати, билеты обошлись, семейный билет 14 евро. Взрослый стоит 7 евро.
получается. Такой балкончик, выходишь такой. Ну, еще один этаж. Ну, еще вот этих башнях не было. А туда можно? Ну, не знаю, проверим. Что? Где? Нормально купить? Сейчас посмотрим. Они все нарисованы в 2020 году. Для чего вот эта выпуклость? Ну, я думаю, мне кажется, проходит. Цены на картины. 222. Самая дешевая 48. Самая дорогая 333. Давай, давай, смотри, какие ступеньки. Крутые. Давай, давай, шагай. Здесь музей восковых фигур, которые тут, людей, которые тут жили якобы. Уже такая с дымоходом. Кирпич уже тут снизу современный, а сверху все нормально. Фотовыставка. Кириллина вроде. Видишь, сюда от Кирилла. Так что я ничего не там. Зовут горничная. Вниз. Так что я видел конфет. Да, горничная Ольга, я вижу. Вытирала пыль, мыла полы, выбивала ковры, поливала комнатные цветы, ставила в вазы свежие цветы. Как правило, она также содержала в порядке предметы одежды и постельного белья. Это садовник Карель. Садовник заботился об оранжерее, теплице, цветнике. Работы по уходу и оформлению усадебного парка обычно были также на его плечах. Садовником был образованный мужчина, чьи зерна мудрости использовали для оформления окружающих крестьянских дворов. У садовника были помощники, которые каждый день мотыгами и граблями приводили в порядок дорожки парка, поливали цветы, косили газоны, пропалывали овощи и собирали урожай с плодовых деревьев и ягодных кустов. Стихотворение Юхана Лива. Можешь от злости кусать кулаки, а все же не прыгнешь выше башки, и потому занятие пустое сравнивать в нынешнее и былое. Да разве мы можем решить вопрос, что лучше пекло или мороз, пекло или мороз? Пускай ты вдвое богаче станешь, а все же вдвойне на всех не потянешь. Плоха ли, хорошая ли эпоха моя, но частица целому не судья. Пусть время решает, хорош ли я. Это повар Карл. Повар вместе с помощниками и кухарками готовил пищу для семьи помещика. Кухня замка Алацкий находилась в западном крыле цокольного этажа. В просторном подвальном помещении находилась плита из белого капеля. Вместе с тепловым шкафом для господ и гостей изысканные блюда приносили по винтовой лестнице, ведущей на первый этаж в помещение для приема гостей. Подавали на стол. Столовая для самой прислуги находилась на подвальном этаже. Семья барона трапезничала 4 раза в день. Утренний кофе господину приносили в постель. Около 10 часов утра был завтрак, обед был по меньшей мере из 3 блюд. Его сервировали в столовом зале. Ткацкий станок. Настоящий лен. Если я не ошибаюсь, что это называется батист. Ткань. Как вот так. На которой рисуют всякие такие листики. Это, да. Кирюхе заказали пасту разноцветную, там вот зеленые макарики есть, оранжевые, с курочкой. Мне заказали рыбу, а папе заказали ризотто с какими-то прикольными семечками, А вон хлебушек. с дынями. Мама сейчас будет нам хлебушек Хлебушек помазать, с а мы будем маслом, его да, кушать. да. Вкусно? Да, очень вкусно, да? Угу. Папа, вкусно?
Нормально. Нормально? Да. Сейчас я, Я буду пока, еще, пробовать. я пока еще все не распробовал. Но Уже что я Это попробовал? чуть-чуть Очень вкусно. даже ничего. чуть-чуть. Так, обед нам обошелся в 44 евро. Сейчас мы пойдем вот туда, в Лоси про Ярве-Треп. Какой-то Лестница дамы из замка. да, лестница дамы замка. Можно такую взять лодочку покататься. Но ключ надо брать наверху у администратора. Это значит, надо опять подняться по лесенке и взять такой ключик. Клёвый. Да, папа взял жилеты. Мы сейчас оденем и поедем на этих лодках. Катамаран номер 2. Катамаран номер 2. Какой из них номер 2? Вот номер 2. Вот там рыбки плавают, кстати. Едем по такому крутому пруду.